дорогие друзья, дорогие наши гости, Видеоланет. Мы рады приветствовать вас сегодня в этом красивом, обновленном зале Национальной библиотеки Республики Коми, которая совсем недавно открыла свои двери после капитального ремонта. Мы рады встретиться с вами вновь в наших родных стенах Национальной библиотеки, хранительницы памяти о писателях нашей республики. И сегодня совместно с Национальным музеем Республики Коми, Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук мы проводим уже ставшие традицией литературные чтения. Вы знаете, что в эти дни, а точнее 14 марта, исполнилось бы 90 лет со дня рождения выдающегося деятеля культуры, народного писателя Республики Коми, классика коми-литературы Геннадия Анатольевича Юшкова. И мы собрались, чтобы еще раз вспомнить Геннадия Анатольевича, поговорить о его творческом наследии, почтить память о нем. Слово для открытия предоставляется исполняющей обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Данчиковой Екатерине Леонидовне. Добрый день, уважаемые друзья, наши читатели, партнеры и всех, в общем-то, кого перечислила Светлана Владимировна, коллег в том числе, наших уважаемых артистов, которые сегодня тоже будут присутствовать и участвовать в этом мероприятии. Литературное чтение Национальная библиотека проводит регулярно, и поэтому мы очень рады, что это случилось сегодня в первый раз после нашего ремонта и в этом прекрасном зале. Возможно, многие из вас сюда попали впервые после ремонта. Конечно, этот формат – это тот формат, который позволяет глубже вникнуть в творчество писателя, пополнить свой интеллектуальный багаж. Ведь на чтениях о писателе рассказывают люди сопричастные и причастные, собственно говоря, к его творчеству. Это исследователи, это студенты, это близкие люди, и родственники, и односельчане, возможно. В этом году, в юбилейном году, в котором мы празднуем 90-летие, библиотека, конечно, не могла остаться в стороне от этой даты. И в первую очередь я хочу, конечно, обратиться к нашему подрастающему поколению. У вас есть прекрасная возможность, помимо чтений, на чтениях, естественно, тоже вы познакомитесь с творчеством писателя. И помимо чтений, пожалуйста, наши стены, наши фонды всегда открыты для познания этого уникального писателя. Приглашаем вас стать нашими читателями, знать о наших родных писателях как можно больше. В добрый путь, удачи, счастливого, хороших чтений. Спасибо, Екатерина Леонидовна. И в начале нашего разговора о Геннадии Юшкове мы предлагаем послушать музыкальное приветствие в исполнении ансамбля народной песни «Коми Щила» колледжа искусства Республики Коми. Руководитель Наталья Михайловна Гнедых. Участники коллектива исполнят песню на слова Геннадия Юшкова «Ой, еда». Музыка Бориса Тюрмина.
друзья, предлагаю вспомнить основные страницы жизненного и творческого пути Геннадия Анатольевича. Слово предоставляется главному библиографу Национальной библиотеки Республики Коми Плещенко Светлане Ивановне. Добрый день, уважаемые гости! Давайте пролистаем страницы жизни Геннадия Юшкова. Родился писатель 14 марта 1932 года в крестьянской семье в деревне Красная Сыктывдинского района. Детство и юность писателя совпали с трудными годами Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи. После окончания неполной школы села Часово обучался в средней школе города Сыктывкара. Увлечение литературным творчеством в старших классах повлияло на выбор профессии. В начале 50-х годов он работал корреспондентом в Коми республиканском радиокомитете, а затем редактором «Последних известий». Начинающим писателю были интересны и поэзия, и драма, и проза. Первое стихотворение Геннадия Юшкова «Мирлан Асов. Утро мира» было опубликовано в январском номере журнала «Войлов Кочув» за 1952 год. Так в Коми поэзии зазвучал новый голос. В 1953 году Геннадий Юшков поступил на очное отделение Литературного института имени Горького, окончательно определив свой дальнейший жизненный путь. Поэтическому мастерству он учился у Михаила Светлова, посещал семинары Константина Паустовского по прозе и Бориса Ромашова по драматургии. После окончания института он вернулся в Сыктывкар и начал работать литературным консультантом Союза писателей Коми СССР. В 10-м номере журнала «Войлов Кочув» за 1958 год была опубликована его дипломная работа «Пьеса «Седьмой председатель». В 1959 году выходит первый сборник его стихов «Медваджа Сёрни», первый разговор, лирический герой которого человек, тесно связанный с селом. В 1961 году произошло большое и радостное событие в жизни молодого писателя. Он был принят в Союз писателей СССР. После этого он погружается в профессиональную творческую работу, встречается с сельскими жителями, изучает специфику их труда, намечаются интересные планы и сюжеты. В течение 3 лет также и работает ответственным секретарем журнала «Войлов Кочув». Один за другим выходят сборники его стихов «Звуки жизни», «Сказания о севере», «Всходы сердца», «Ясное эхо тайги» и другие. В лирических раздумьях Юшкова поэта нашли отражение любовь к родной земле, к своим предкам, к человеку-труженику. С 1971 года Геннадий Юшков заместитель председателя Союза писателей Коми СССР, а с 1978 председатель писательской организации республики. Еще в студенческие годы он написал пьесу «Кэнке Тундра» «Где-то в тундре» об отношениях людей в суровых условиях Севера, положившую начало его творчеству как драматурга. В дальнейшем им было создано около 20 драматических произведений, в которых автор защищает самобытность человека, его право быть самим собой. Самые известные из них – комедия «Макарвацкий сельский парень», «Бывают же такие», пьесы «Дочь Бога», «Коми Бал». Геннадий Юшков внес весомый вклад и в развитие коми-прозы. Он писал в жанрах рассказа, повести, романа. Именно в прозе, как писал критик Анатолий Микушев, полно раскрылось особое, только ему свойственное видение жизненных проблем. Все издания сборников рассказов и повестей хранятся в Национальной библиотеке. Среди них «Женщина из села Вилять», «Право на жизнь», «Живая душа», «Ловья лов» и другие. Все они представлены сегодня на выставке, вот здесь она располагается, вы можете ознакомиться с ними. Долгие годы продолжалась работа над романами «Чугра» и «Родовой знак». В книгах уже зрелого писателя размышления о судьбе родной земли. Через жизнь героев романов освещается история страны, республики, своего народа. Еще один роман писателя Бива, исторический, в его символическом названии «Огонь и вода» заключена не только преемственность поколений, но и духовное наследие наших предков. Не забыты в творчестве писателя и дети. Он любовно называл их «шаловливый народ» и
посвящал им стихи, песни, загадки, шутки. Заслуга его в том, что в республике стал регулярно издаваться детский журнал на коми-языке «Бикинь. Искорка». В 2001 году все творческое наследие писателя было объединено в 4-томном собрании сочинений. Геннадий Юшков известен читателю и как публицист, и как переводчик. Им написаны статьи о классиках коми-литературы Иване Кураторе, Викторе Савине, о творчестве своих коллег. Он переводил с русского на коми-язык стихи Николая Володарского, Сергея Есенина, Виктора Кушманова. Есть переводы и с коми на русский язык. Геннадий Анатольевич также внес большой вклад в общественную жизнь Республики Коми, защищая интересы своего народа. Он избирался депутатом Верховного Совета Коми СССР, возглавлял общество Коми-Котры, цель работы которого видел возрождение Коми-народа, его истории и языка. Творчество Геннадия Юшкова объемно и многогранно. Его труд заслуженно отмечен высокими наградами. В 1991 году ему было присвоено звание «Народный писатель Республики Коми». Геннадий Юшков ушел из жизни 20 мая 2009 года, но он и сегодня с нами. Звучат песни, написанные на его стихи, постановки по его пьесам идут на сценах театров и домов культуры. Память о талантливом народном писателе навсегда останется в книгах нашей памяти, на страницах газет и книг о нем. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, Светлана Ивановна. Дорогие друзья, и прежде чем мы перейдем к нашим выступлениям, хотим вам напомнить о соблюдении регламента, который не должен превышать 5 минут для каждого докладчика. Здесь собрались почитатели и исследователи таланта Геннадия Анатольевича, и в первой части чтений прозвучат доклады научных сотрудников, специалистов, филологов, литературоведов Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. 20 лет опубликовав в журнале «Войвов Коджев» свое первое стихотворение, будущий классик всерьез вошел в мир литературы. О раннем этапе творчества Геннадия Юшкова расскажет Попова Екатерина Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я рада приветствовать всех, и мой доклад будет посвящен раннему этапу творчества Геннадия Анатольевича Юшкова. Ранний этап творчества Геннадия Анатольевича Юшкова приходится на 1950-60-е годы. В этот период он проявляет себя прежде всего как поэт, но уже начинает писать прозу. Рассматриваемый период совпадает с годами работы Юшкова в Коми-республиканском радиокомитете в качестве корреспондента, а затем редактора «Последних известий», учебы в литературном институте имени Горького, а также работы в качестве ответственного секретаря журнала «Войвов Коджев». Первый литературный опыт Геннадий Юшков приобретает, как уже было сказано, в 1952 году, опубликовав в журнале «Войвов Коджев» стихотворение «Мирлан Ас». Молодому поэту тогда было 20 лет. Целесообразно разделить ранний период творчества на два временных отрезка, относящихся к двум последовательным периодам. Это период 50-52 года, увлечение литературным творчеством еще со школьной скамьи, попытка обучения в Московском институте кинематографии. Мы знаем, что Геннадий Анатольевич подает документы в Московский институт кинематографии, проходит по конкурсу, но учиться ему не удается. Причину писатель объясняет коротко, но дальше учить меня матери стало невмоготу. И период 53-59 года – обучение и успешное окончание литературного института Горького, которое окончательно определило таким образом дальнейший жизненный путь Юшкова. Именно очное обучение в литературном институте стало, на наш взгляд, определяющим творческого развития и потенциала художника. Приобщение к мировой культуре, обучение у классиков. Мы знаем, что он посещал семинары Паустовского по прозе, Ромашова по драматургии, а также знакомился с начинающими общепризнанными и любимыми молодежью
40-х, 50-х годов поэтов современности стало основополагающим для рождения и для дальнейшего роста поистине мастера художественного слова, повлиявшего на развитие всей коми-литературы. Геннадий Юшков вошел в литературу 50-е, начале 60-е годы, в тот непростой период, который сейчас мы называем оттепелью. Этот относительно краткий исторический период оказался, тем не менее, одним из важнейших в культурной и политической жизни России. В 1959 году выходит первый поэтический сборник «Медведжа Щорни», куда вошли ранние поэтические труды Юшкова. Можно с уверенностью говорить, что выход данного сборника свидетельствует о становлении нового поэта. По мнению критиков, именно с выходом сборника стихотворений «Медведжа Щорни» стали проявляться своеобразные черты поэтического стиля Юшкова. Название сборника очень символично для молодого начинающего поэта и является ее смысловым стержнем. «Медведжа Щорни» – первый разговор. Автор начинает свой разговор со своим читателем. Он ищет его, раскрывает свою завесу внутренних переживаний и радостей, с которыми ему не терпится поделиться. Ключевым в данном словосочетании, на наш взгляд, является «щорни» – разговор. Надо отметить, что это не просто посыл на монолог, речь, обращенную чаще всего к самому себе, а диалог, предполагающий ответную реакцию, пробуждающий чувства и эмоции у собеседника. Показательным в этом смысле является стихотворение Гортен с первых строчек, в котором лирический герой обозначает роль читателя, его статус. «Челя тырща другяс, ставен танышти, помни таны, кычекорка быт мими. Челя тырща другяс, друзья детства». Вот кем являются для лирического героя читатели. Друзья, с которыми есть о чем поговорить, вспомнить босоногое детство, когда беззаботно предавались детским развлечениям и шалостям. Надо отметить, что одной из ярких черт большинства художественных произведений этого периода является их мажорное, радостное звучание, создавшее удивительное представление о жизни, которое может быть прожито как песня. Вошедшие в первый поэтический сборник стихотворения дают начало главным темам всего творчества Юшкова, как бы определяют его. Тема мирного труда особенно важна для лирического героя в послевоенный период. Лирический герой произведения Юшкова видит свое жизненное назначение в труде. «Кысян из шомперьи, кысянка строит кар, сэмэн медвэлы нервит крепыт да ачит яр». Тема любви находит свое начало в стихотворениях «Вой в кочу, в тусовой, тундра сощила, кывка», образуя, как отмечают критики, особый цикл. В стихотворениях возникает образ молодого, влюбленного человека, чувства которого открыты любви. Образ матери также появляется уже в этом первом сборнике в стихотворении «Бара Валькорьяс» и будет также занимать особое место во всей поэзии Юшкова. «Кытаны джолен, ужнай ты горси, кышмена мама, нёрторян коршлис». Образ матери тесно переплетается с зарисовками из детства, выпавшего на годы войны. И сама ситуация, описанная в стихотворениях, на первый взгляд не вызывает у героя особенных эмоций и проявлений чувств. Но кульминационным являются слезы матери, на которые особенно указывает автор, применяя тавтологию. «Вичеда да бырде ачис, ачис мама щин васорен». И плачет она еще громче, громче. «Орчен бырде меюч гора». И это уже не просто плач матери, это уже крик души всех матерей послевоенного периода. И, учитывая регламент нашего выступления, завершая таким образом, подведем итоги, что вошедшие в первый поэтический сборник стихотворения дают начало главным темам всего творчества Юшкова, как бы определяют его. Образ матери также находит начало в ранних произведениях, и который пройдет лейтмотивом по всему творчеству писателя. Спасибо за внимание. Спасибо, Елизавета Валерьевна. В творческой жизни писателя соединились
проза, поэзия, драматургия, публицистика. Все произведения объединяют любовь к коми-земле, коми-народу. В поле зрения автора психология коми-человека, его внутренний мир, его духовные ценности. Слово для доклада о человеке и человечности в поэзии Геннадия Юшкова предоставляется Малевой Анастасии Валерьевне. О человеке и человечности поэзии Геннадия Юшкова. Внимание писателя на протяжении многих лет обращено к сфере раздумий о характере человека, о человечности, о том фундаменте, что формирует личность. В ранних стихах Юшкова представление о человеке во многом сформировано ценностной системой советского гуманизма. Уже в ранних стихах писатель создает образ нравственно зрелого героя. Это Олам Выкот, человек, на котором держится жизнь. Честная, целеустремленная, взыскательная к себе личность, неравнодушная к проявлению несправедливости, независимая от внешних обстоятельств, способная силой своего позитивного мышления преобразить жизнь даже в самых суровых природно-климатических условиях. Это образ созидателя, носителя черты гиперответственности за все, что происходит в мире. Человек-созидатель в ранних стихах писателя – это труженик, рабочий производственник или деревенский мастер-умелец, добротно выполняющий свою работу. Это фронтовик, выразивший стойкость перед лицом смерти. Это человек, сохранивший в себе черты народной мудрости, в частности, бережное отношение к природе. В эти же годы писатель обращается к изображению антипода. В стихах Юшкова, воплощающих черты безнравственного, проявлено не только дарование психолога, но и талант юмориста. Объектом непринужденной, добродушной иронии при этом становятся не только незамысловатые семейные склоки, городская обрусевшая речь коми-человека, деревенские сплетни, предрассудки, но и сварливость и скверность характера, пустомелие, празднословие, склонность к обману, небрежности в работе, тунеядству и лени. Нельзя при этом не отметить, что представления о человеке в поэзии Юшкова базируются не только на гуманистических идеалах советской действительности, но и на осознавании вечных и приходящих ценностных ориентиров. Так писатель выводит предназначение человека за рамки мускульного физического труда, что превознесен в ущерб интеллектуальным и нравственным исканиям личности. Автор акцентирует внимание прежде всего на уникальности каждого из живущих на Земле, на духовно-творческой природе человека. Начиная с 60-х годов и далее в последующие годы Юшков углубляет образ человека, опоры жизни, и образ человека, что потерял человеческий облик. В осмыслении того фундамента, что формирует личность, Юшков обращается к исследованию народного характера. Писатель создает не столько образ подвижника, наделенного особыми сверхдуховными качествами, сколько человека живых, подлинных эмоций, ловья морд, живой человек, ола молощь, жизнь живущий. Этот человек гармонично вписан в ритмы природного и культурного пространства родного края. Так Юшков выражает восхищение жизнелюбием оленевода, для которого суровые условия жизни не становятся поводом для утраты хорошего настроения или желания покинуть землю отцов. Целый вечкать мий кащила, сеща мой да мий камен, сия морди наші сакила, сой шмоніти на сем, котла колопа, мед пола, коня рыдла, донос джин, коня рыпывала пола, а миола мувала. А ему все нипочем, что-то напевает, сказывает что-то, он человеком себя ощущает. Глядите-ка, еще и подшучивает, кому надо, пусть себе боится. Несчастному, жалеющему себя, цена вдвое меньше. Несчастный, говорят, под водой живет, ну а мы живем на земле. С годами, по созданию злободневных проблем современности, писатель все чаще обращается к осмыслению бесчеловечности. О морд, о мыта овлы ты надлег, хорсемон ачта оламастетета. О человек, о сколько же в тебе бывает зла, когда лишь самого себя ты в жизни ценишь, восклицает лирический герой, наблюдая, как ямщик безжалостно подгоняет изможденное повозкой животное. И если ранее в изображении более легких форм безнравственного писатель предпочитает форму комического, то в последующем это стихотворение, исполненное удивления и возмущения по отношению к тому наивысшему проявлению эгоизма в человеке, что способно уничтожить доверие. Доверие было архиважным состоянием, формировавшим жизнь коми народа.
Фундамент доверия базировался на позиции честности и глубокой личной ответственности по отношению к природе и народному коллективу. Утрата доверия человеку, что исказил и запятнал свою изначальную природу, равнозначно для писателя нарушению жизненного баланса и в конечном итоге прерыванию естественного течения самой жизни. Такого человека писатель нередко характеризует как шиш, бродяга, беглец, дезертир, вредный лукавый человек, пройдоха, лунвой человек, дословно съедающий день и ночь, потребитель. Единожды ступить на тропу бесчестия в понимании писателя равнозначно тому, чтобы запятнать себя на всю оставшуюся жизнь. Мышь скуфтычись, озвештыч, до смерти от вины не избавиться. Не меньшим пороком, лишающим человеческого облика в понимании автора, становится трусость и малодушие. В попытке выявить генетический код коми человека, тот неписанный морально-нравственный кодекс, что передавался с молоком матери, писатель нередко говорит о том, что коми – это человек, что относится к своей судьбе с позиции не жертвы, а творца, с чувством собственного достоинства. «Тедес ащес юрву коджу, тедес ащес молотон». Ведал свою полярную звезду, видал цену себе земную. В поддержании преемственной связи с комплексом материальных и духовных ценностей рода, в желании сохранить в себе лучшие веками выработанные черты народного характера, автор видит не только залог сохранения уникальной культуры народа, но и человека в человеке, основ самой жизни. Однако, начиная с 80-х и далее в 90-е годы, Юшков все чаще замечает серьезные деструктивные изменения в жизни и характере современника, что выражается в отчуждении им собственных национальных истоков. И для писателя это равнозначно осквернению души, лов-бежища. И если в ранней поэзии Юшкова воссоздан образ человека-созидателя, то поэтические произведения поздних лет наглядно отражают деструктивные изменения в характере человека постперестроечного периода. Среди качеств, отображающих обмельчание характера современника в условиях зарождающихся рыночных отношений, писатель отмечает утрату трудовых навыков, обесценивание семейных ценностей, инертность, пассивность, малодушное попустительство разрушительным действиям по отношению к природному, материальному и духовному наследию родного края. Возрождение в человеке черт потребителя, что отрекся от духовных ценностей народа, писатель видит путь к вырождению в нем человеческого облика. Таким образом, завершая наш доклад, отметим, что представление о человеке в поэзии писателя, сформированное гуманистическими идеалами советской действительности, чувствованием ценностных ориентиров, вечного и приходящего значения, а также глубокими познаниями в сфере народной культуры. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Валерьевна. А сейчас, дорогие друзья, в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Коми Альфии Каратаевой прозвучит песня «Воевов Коджев». Слова Геннадия Юшкова, музыка Марка Новоселова. Ciao
множество рассказов. С докладом «Проза» Геннадия Юшкова в раздумьях о противоречиях жизни выступит Татьяна Леонидовна Кузнецова. Прошу прощения, за 5 минут очень сложно рассмотреть такое многомерное явление, как проза Юшкова. И поэтому во многом мое выступление будет тезисным. Геннадий Анатольевич Юшков внес весомый вклад в развитие коми-прозы. Несомненно, он крупнейший коми-прозаик второй половины 20 века, начала 21 века. Его прозу можно разделить на два периода. Первый период – это 60-е, 80-е годы 20 века. Второй период начинается во второй половине 80-х годов 20 века и включает начало 21 века. Как уже сказали, он работал в жанрах рассказа, повести, романа. Конечно, его произведения 60-х годов, они несли отпечаток социокультурной ситуации того периода, осмысление опыта войны, сознание народа-победителя меняло отношение к самому человеку. В произведениях Юшкова активно развивается мотив вины, покаяния. Так, героиня его повести «Для Сикса Ань», женщина из села Вилять, признается, и только после войны, когда не стала такая, атмосфера изменилась, я смогла просить прощения у своей свекрови, которую штрафовала, и просить прощения у других односельчан, которыми была жестока. То есть героиню мучает вина за то, что она была жестока по отношению к своим односельчанам, требуя от них полной отдачи в ходе войны. Особое место в коми-литературе занимает рассказ Геннадия Юшкова «Вичтащем» «Исповедь». Рассказ небольшой по объему, но я считаю, что это такой вот особый художественный феномен. Героиня рассказа в годы войны была председателем колхоза. И когда война отгремела, в мирный период, ее мучает сознание того, сколько людей она обидела. Она от них требовала невозможного, она их наказывала, она была к ним жестока. И вот это чувство вины отравляет ее жизнь. Она признается: я не могу смотреть на себя в зеркало, я готова ее разбить. Вот такие чувства ее мучают. И я бы сказала, что значение вины получает здесь онтологическое значение. Почему? Потому что мироотношение героини не меняется на протяжении всего произведения, и оно как бы нагнетается, и вот, я думаю, наполняется каким-то даже символическим значением. И вот в этом, наверное, и секрет успеха рассказа, секрет того, что сейчас он еще притягивает к себе, потому что он решает общечеловеческие проблемы. Проза Юшкова аналитична. Прозаик вдумывается, всматривается в жизнь. С самого раннего своего периода он исследует народный характер. Он подмечает в характере то, что выработано веками, то, что имеет корни в народной культуре. Для него это крайне важно. Даже в своих ранних произведениях он всегда внимателен к национальной психологии, к чертам национального характера. Для него всегда было важно воссоздать образ коми-человека, характер коми-человека. Причем он отмечает в народном характере именно стремление к совершенству. Так, его тоже знаменитый рассказ Конощема. И для молодого героя Конощема становится главным человеком жизни. Это человек, односельчанин его, который много старше его, и он дает ему уроки жизни. Позже молодой герой говорит: Конощема был для меня тем человеком, который вел меня по жизни лесу и оставлял зарубки на деревьях. То есть от него, от Конощема, он получил не только уроки ремесла, сельского труда, но и уроки нравственности, этические уроки. И таким образом Юшков читателю доказывает, что народная культура, она развивается. Получая уроки от Конощема, герой учится фактически у своих предков. И вот в этом наблюдении очень глубокий смысл. А ведь был период, когда обвиняли этот рассказ в том, что он апологизирует коммуниста. Но я думаю, что тут смысл произведения гораздо глубже. Совестливой и ответственным человеком является героиня рассказа Мыжа Наста.
Кстати, ее прозвище мужа Наста, и которое стало и названием рассказа, спрятана ирония. Она виновата. Виновата она почему? Потому что человек ответственный, совестливый, порядочный, честный. Она постоянно попадает в какие-то немножко нелепые ситуации, потому что она честна во всем, во всех мелочах. И поэтому, может быть, даже поэтому ее мир не во всем принимает. Мужа называют ее в себе. Вечно виновата она. То есть Юшков заставляет читателя задуматься, как надо жить, на какие законы нравственности опираться. Второй этап развития прозы Юшкова связан с началом этапа перестройки. Постепенно Юшков приходит к концептуальной мысли о том, что основы истории и культуры родного народа, они в самобытных корнях его. Он приходит к тому, что самое ценное у человека – это его семья, нация, род. И неспроста он ощущает необходимость в том, чтобы обратиться даже к материальному выражению родового знака. Неспроста в романе «Радвуш-Пас» родовой знак становится важным символом. А в романе Бива огневница тоже является своего рода родовым знаком. То есть его передают из поколения в поколение. И вот этот символ, эта огневница, она не только материальный предмет, но она, конечно же, передает и нравственные заповеди, по которым живет семья. И эта семья из поколения в поколение передает этот нравственный кодекс. И на этом зиждется жизнь. Вот такая важная концептуальная мысль писателя. О романе Бива надо сказать особо. Это крупное произведение, оно занимает тоже особое место в литературе. У Дмитрия Лихачева есть слова. Написание литературного произведения – это всегда общественный поступок. И я думаю, вот эти слова как раз характеризуют и это произведение, ярко характеризуют данное произведение. Произведение было написано в период начала перестройки, когда современное общество, умонастроение современного общества жаждало выражения именно в такой форме, какую принял роман Бива. Интеллигенция, она как раз ощущала в тот период необходимость в возрождении исторического опыта народа, в утверждении мысли о том, что немногочисленный народ, затерявшийся в лесах когда-то, он жив, и он развивается, и он бережет тот нравственный опыт, который был когда-то выработан, исторически выработан. В романе Юшков обращается к XIV веку, к тому периоду, когда Коми край был присоединен к российскому государству. И писатель ставит вопрос о том, что этот процесс был очень непростой, очень непросто все это происходило. И ставит вопрос о том, что, возможно, немногочисленный народ уже что-то начал терять с того периода. Понимаете, вот те заповеди, нравственные заповеди, на которых основывалась жизнь, они постепенно стали теряться. И в этом романе Юшков пытается реанимировать это и убедить читателя в том, что эти заповеди живы, что мы сейчас ими живем. То есть это было для писателя крайне важно. Он обращается к читателю живо. Нужно сказать, что поэтика романа очень своеобразна. Это эпическое произведение, крупное эпическое произведение. Но оно сближается с лирикой, поскольку оно рождено глубокой мыслью, чувством, я бы так сказала, чувством о том, что народ его жив, развивается, и о том, как он любит свой народ. И вот странным образом это глубокое чувство, оно определило структуру произведения. Оно написано на одном дыхании. Это очень редко, что крупное эпическое произведение, оно рождается как поэтическое. Оно захватывает читателя и ведет за собой именно потому, что оно в основе его глубокое чувство. И именно этот период, сложный период начала перестройки, и родил такое произведение. Юшков во второй период творчества написал цикл, опубликован был Юшковым цикл рассказов, которые близки к коротким рассказам, но не являются таковыми. Тоже очень талантливое явление. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна.
Творческое наследие Геннадия Юшкова включает более десятка пьес, и слово предоставляется Гориновой Наталье Васильевне. Тема ее доклада – драматургия Геннадия Юшкова на рубеже 20-21 веков. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, слушатели, студенты, видимо, и учащиеся. Мои предыдущие докладчики очень много уже рассказали о Геннадии Юшкове, о периодах его развития, о творчестве, а также о героях, о тематике, о мотивах. И мне кажется, что они помогли мне, и много я могу уже не говорить, потому что все это повторяется в драматургии Геннадия Юшкова. Большое вам спасибо, что поставили меня последней в этом ряду, и мне не надо будет много говорить. Как уже все сказали, предыдущие докладчики, к творческой деятельности Геннадия Юшкова обращается уже в 50-е годы и разрабатывает свое поэтическое, драматургическое, прозаическое мастерство. Также в эти годы он пишет первые свои драматургические опыты. Что можно сказать? Я также, возвращаясь к предыдущим докладчикам, могу сказать, что я тоже могу выделить два периода его творчества. В этот период ранний он пишет в основном о героях, о людях с творческой и инициативой, с активной жизненной позицией. Эти люди, которые стремятся преобразовать мир, помогают этому миру во многом. Основная тема произведений начального творчества – это тема деревни. Он ратовал за деревню, он ратовал за жизнь крестьянина. В этот период он работает в жанрах социально-нравственной драмы и социально-бытовой комедии. Самые известные комедии вам уже были сказаны, да? Не будем их повторять. Далее. Интенсивные преобразования рубежа 20-21 веков, конечно же, повлияли на творческое сознание, и в том числе на творчество Геннадия Юшкова. Многое меняется в его драматургии, ну и в прозе, и в поэзии, как мы уже услышали. Меняется герой. Это уже не такая активная личность, он не стремится преобразовать мир, он живет своими глубоко личными проблемами. Сужаются рамки жанровые его произведений. Он пишет многоактные пьесы, их где-то около 4 в этот период, но в основном в этот период им созданы маленькие комедии и маленькие драмы. Их 15 штук, их очень много. Далее, уже жанр я обозначила, маленькие драмы, маленькие комедии, и меняется тематика его произведений. Как и прежде, он пишет о деревне, но уже с другого ракурса. Если раньше он раскрывал тему деревни с призмы созидательного труда, сейчас он сосредоточен на семейной тематике. Неизменным остается то, что он работает в реалистическом направлении, как и прежде, а также один из немногих он продолжает развивать и строить произведения драматургические по законам строения драматургического жанра. Это мало сейчас наблюдается у остальных драматургов современности. Все у меня. Большое спасибо. Большое спасибо, Наталья Васильевна. В разные годы на сцене драматического театра неоднократно ставились драматургические произведения мастера. Многие спектакли вошли в золотой фонд и остаются для коми-зрителей настоящим праздником. О постановках по пьесам Геннадия Юшкова расскажет Морозова Вера Семеновна, театральный критик, член Союза театральных деятелей России, преподаватель Коми Республиканского колледжа культуры имени Чисталева. Дорогие друзья, сначала предлагаю посмотреть несколько минуточек видео, где будет фигурировать сам Геннадий Юшков. Тогда был Закладыч Гайсинский. Но Иван Иванович в 45 лет вернул закончил режиссерские курсы в Москве и был назначен на эту ответственную должность. Первой его удачей стал спектакль по пьесе Геннадия Юшкова «Макар Щипцазо». Непритязательная комедия была написана образным народным языком, и Абрамов, не мудрствуя лукаво, вывел на сцену простых героев обычной коми-деревни, лишь несколькими штрихами
попоэзировав их быт. Музыка Перепелицы. Хорошо, и туда еще Яков Сергеевич Перепелица был, как композитор приглашенный. Мы, я помню, еще ездили к нам в деревню. Значит, мать там что-то приготовила, за столом посидели как-то, вот все это было. И, но он, Иван Иванович, меня не подпускал на репетиции. Говорит, вот слушай, вот ты там добавь мне сюда какую-то фразу, вот так вот, и там какую-то сценку, там еще там поострее сделать, да, там. А может быть здесь, значит, какую-то песенку, там, скажем, где там какую-то дочка была, скажем, такая лирическая, они там девушки, как в амбар заходят, так сказать, это прохлада, чтобы была и так далее, вот, значит, и вот эта песня как лирическая. Но я там придумал, значит, вот такую песню, музыка потом, то есть текст, вернее, Сергей есть. Но на репетиции Иван Иванович не допускал. Автор пьесы, значит, ты, а автор спектакля я. Тоже очень жесткие довольно условия, и вплоть до генеральной я, можно сказать, и не видел. А как там, не самому хотелось просто, как идет репетиция, а потом я как-то, в общем-то, случайно что-то я принес, ему какой-то там, может быть, несколько фраз, чего-то, вот, я думаю, вот так кто-то что-то сделал, вот, и просто загляделся, он выполнил, как говорится, неудобно, я там смотрел, и это действительно, я, может быть, впервые увидел театр, я вообще-то и в Москве там было много, ведь у нас за сценой, можно сказать, не было. Вот. А тут я, то есть, как бы сам эту кухню, а тогда я какое-то что-то не получается, кто-то роли не знает, кто-то чего-то, кто-то просто забыл там что-то текст, там, это же очень оказывается, это самое, что вот это я не писал, я там тут, и как-то, и смотрел, они не распорились, еще не в роли какой-то, еще не разыгрались, это не, как-то сказать, не распоясались, в хорошем смысле, так сказать, этого слова. Это было как-то даже и странно, и мне казалось даже ужасно. А потом уже, и, так сказать, генеральная, значит, прием, совет, это совсем, так сказать, другое, я уже просто удивился, как можно, оказывается, подшлифовать, пристыковать, так как-то сценически все эти мизансцены, кто куда, как повернулся, как ушел и так далее, и так далее. Я и может быть, для себя тоже еще так, снова уже, значит, кто на что способен, может быть, из артистов, под кого что тут можно ждать. Давайте похлопаем. Спасибо. Но здесь видно, что, конечно же, спектакль очень сильно отличается от пьесы. Получает объем, получает музыкальное сопровождение, декорационное какое-то оформление и, конечно же, игру актеров, которые добавляют свою личную и взгляд на роль, свою внешность, в конце концов, свой ритм какой-то добавляют. Вообще получается совершенно ощутимая такая атмосфера. Вот к атмосфере это как раз относился Геннадий Юшков очень трепетно. Дело не в хитросплетениях сюжетов в его пьесах, дело не в борьбе, а как раз дело в расписывании, в создании характеров людей, живущих на севере в совершенно особых условиях и этим отличающихся от других людей в других пьесах. И вот в этой пьесе «Карбашковщик сезон Назарник» он все это сразу же и заявил. Мало сказать, что он проснулся знаменитым за один вечер, вот после этого спектакля. Его герой стал узнаваемым и даже стал нарицательным образом. А вот эта нарицательность, это у нас удостоились кто? В «Свадьбе с приданым курочки» и кто еще там? Ну и стал вот Макарбачком. Вот везде, как в каждой деревне есть такой тракторист или какой-то другой рабочий, который озорничает, который не знает, куда деть свою силушку, свою энергию, но и в конце концов находит себя. Вот так бы случилось с Макарбачкой, который рос без отца, с одной матерью, и то и дело, то ссорил соседа, кто стариков смешил и излил и так далее.
А потом все-таки оказался в числе тех, кого оказался таким, что его отправили учиться в город. Второй раз эту пьесу поставили спустя много лет, в 2003 году. Это 60-й год был поставлен спектакль. Уже поставила Светлана Евгеньевна Горчакова в Национальном музыкально-драматическом театре. И это была совершенно другая постановка. Да, там были куски атмосферные. Здесь была тоска по тому, что было когда-то, а сейчас кончилось в 2003 году, когда мы прошли перестройку, когда мы все обнищали, когда у нас все рассыпалось на ходу. Вот. И эта пьеса получила другое звучание в спектакле Горчаковой. Она ввела дополнительного героя. Это был коллективный герой от театра, который комментировал те события, которые случались в пьесе Юшкова. И комментарии эти были достаточно жесткими. Ну, например, они это делали весело. В стиле рэп танцевали или пели частушки. Вот так вот. Например, если мама Макара Бачки защищала его, был виден ее такой живой, такой теплый характер, то выходила вот эта маленькая банда людей от театра и начинали говорить: вот, сейчас стали жить лучше, а женщины стали бросать своих детей, женщины лишают материнства из-за того, что они пьют, и так далее, и так далее. И еще одна была примета, это когда в фойе была установлена такая выставочка. Там звезда, герб, всякие достопримечательности положительные. С того времени написано, по-моему, было написано, что было. А когда люди уже выходили на перерыв, то там было сегодня вместо герба и звезды реклама ликера водочного завода. Внизу курки, бутылка Трои пустая, и несколько еще бутылок из-под водки. Вот. Конечно, люди достаточно брезгливые там ходили, но я хочу сказать, что это право театра. Это право театра дать свое толкование, потому что время изменилось. Она поступила совершенно правильно. Это не значит, что я, допустим, одобряю полностью этот ход, но то, что эта постановка соответствовала времени, это точно. Вот. А это значит, что пьеса способна жить и дальше, продолжать свою творческую жизнь. Это самое главное. Вот что она доказала. Ну, еще одна из самых знаменитых его пьес – это «Кышкетелемаш», бывают же такие, который первым поставил в 1971 году театр имени Савиных. Поставил тот же самый Аврамов. Аврамов играл главную роль, Таня Ивана. И две звезды: Глафира Сидорова, народная артистка Советского Союза, и Аврамов тоже был народный артист Советского Союза, и любимейшая артистка Трошева. Вот. И они показали комедию очень добрую, очень светлую. Один день из жизни простого крестьянского жителя, деревенского жителя, который ожидает приезда своего сына из Москвы с невесткой. Вот. За это время, за этот день, вечером они встречаются, за этот день он встречается с большим количеством людей. И каждый характер выписан совершенно отлично от другого характера. Хотя все живут в одной деревне, могут быть одного возраста. И это тоже, конечно же, заслуга Юшкова. Ну и заслуга тех, кто поставил. Эту пьесу тоже смотрели прямо 1000 человек, ногами голосовали за этот спектакль. И другой пример. Прошло 20 лет. Я посмотрела вторую постановку этого же спектакля. Уже не было Аврамова, Трошевой не было, были другие исполнители, но они взяли сохранившиеся декорации, они взяли почти те же самые мизансцены и попытались, спустя 20 лет, воссоздать атмосферу. Ничего не получилось. Вот у меня даже есть такая рецензия, которую я никуда не послала. Сначала я его просто назвала «Живой труп», а потом назвала, что нового не нашли, а старое потерялось. Вот так вот, в таком виде ее, пожалуй, можно где-то напечатать. Вот. Ну, это посмотрим. Еще одна пьеса. Мне она очень нравится. Она совершенно отличается вот от этих двух произведений. Если он пишет, это деревенская тема, быт, нравы,
любования нашими северными характерами. Эта пьеса фантастическая, называется «Яннев, дочь солнца». Дочь Бога. И в театре Савина ее поставили, но так подозреваю, что достаточно быстро сделали, потому что чудес не было сказочных. Вот по радуге дочь Бога спустилась на землю, радуги не было. Если гром и молния, нету ни грома, ни молнии. К сожалению, вот такой вот был период. Но сама та пьеса, сюжет какой замечательный. Дочь Бога спустилась на землю, ее увидел главный герой, влюбился, а у него уже была невеста. И была эта невеста, ее играла Вера Габова, невеста, предполагавшаяся, да? Она такая крепенькая, такая вот, знаете, шустрая. Она даже очень и нравилась Иджидайке, то есть это предводительница рода. И Иджидакка, может быть, она чувствовала, что она может, это Йорань ее звали, Йорань может занять ее место хранительницы такого общего родового очага. Но ничего не получилось, потому что ее жених влюбился в дочь Бога и сразу же подошел к ней и сказал: вот так и так, получилось так, я влюблен, и мы не можем быть друг с другом. Их изгнали из рода. На некоторое время изгнали. А что делать ей, Йоране? Я вот, например, до сих пор помню, как сделана была эта роль Веры Габовой. Я говорю: Вера, сыграй когда-нибудь у нас в колледже вот такой кусочек. Она говорит: Карсимовна, там текста нету. Я говорю: а как же так? А вот так. Вот они придумали, что когда она это услышала, она не знает, куда себя деть. И она взяла нож, вышла на то место, где у них была кумирня, где они молились разным богам, да, и она нарисовала две фигурки и изрезала все это, испекала все это ножом. Так было ее жалко. Вот. Но, понимаете, как вот говорится, Шева пошла, да, душа поменялась. Душа поменялась, и исход этой истории был такой, что нашла она ушла далеко в лес, и ее нашел Каинмор. Ну вот, говорят, полчеловека. И вот она там и осталась вот в этом. А потом дочь Бога обратно призвали сюда, в село, и все закончилось очень хорошо. Вот все закончилось хорошо, но вот эта жалость к той, которая уже не появится, она осталась. Хорошо было поставлено. Но, опять-таки, не хватило силы сделать настоящего Бога. Сыграл Максим Данилов. Максим Данилов, вы знаете, это какой человек? Он же добрый, тихий, небольшой такого роста. И он сыграл такого Бога не грозного, не величественного, а ведь величественный Бог изгнал от себя, перестал видеть своей дочери, свою дочь. Вот. А он такой добрый Дедушка Мороз получился, к сожалению. И чудес еще не было. Но сама пьеса, которая особняком стоит в творчестве Геннадия Юшкова, она должна все-таки привлечь внимание будущих постановщиков. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна. А сейчас, дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию две песни: «Еджи Глыб» и «Мича Иженка». Они прозвучат в исполнении народного артиста Республики Коми Василия Рочева. Слова Геннадия Юшкова, музыка Глеба Семяшкина. Здравствуйте, милые люди. Очень приятно, много было уже сказано, но я очень хорошо знал Геннадия Юшкова, потому что он иногда меня брал. В те времена были отчеты композиторов, поэтов, писателей, мы тоже. И он, вот две песни, вот уже сказано было, это «Мича Иженка» и «Кърви несчастный Чувак». Это в народе говорят «Еджидлы». Это песенка оленевода. И я вот как сейчас, вот я не выходил на сцену, там микрофонов не было, я точно так же, как при Юшкове это было. Спою вам «Еджидлы», в народе говорят. Вот как раз идет «Еджидлы». Вот такая песенка. Написал композитором, очень хорошо знал этого
Я считаю, что он замечательный человек, большой композитор Глеб Васильевич Семяшкин. И вот написал это песенки, они эстрадные. Коми-эстрада. Судите сами. Ежевым шебрали мамуса, щелебым, мусавеле мусамае цече, терекер шонди искальпете, асьякы ащелем шер, олеменам сетен, асьякы ащелем шер, олеменам сетен, мульгдашон, пашкыды ластавомен, абузон, подъячко полевает сече, терекер, мущурыска пете, югды юрей шелем шер, олеменам сетен, байде глеб, олемыт гедона, таломе, термаша зевьона, ваецече, терекер, чумышчынкан пете, рытьякы ащелем шер, олеменам сетен, рытьякы ащелем шер. Очень серьезный был писатель, а вот такие песенки эстрада. А следующая, наверное, поднимутся. Это Мича Ежевка, это красивая Ежевка. И все тут красивые тоже. И Мича Ежевки тоже красивые. Кăci dvoiul și-l întoiul, Tari-și mâjă-s tine. Căci dvoiul și-l întoiul, Tari-și mâjă-s tine. Micea Ежевка, это мыжака, Лыштишоный мы тачем тор. Мicea Ежевка, это мыжака, Валиечка, мы тачем тор. Те ночи сарники нясыс, Пещен сотисный шешер. Те ночи сарники нясыс, Melek iskele taceve. Te nocи нясыс, сарники нясыс, Melek iskele taceve. Мича Ежевка, Ечка Едаска, Тенде послуная лабу. Мича Ежевка, Ечка Едаска, Мешуда сепошур. Мича Ежевка, Ечка Едаска, Мешуда сепошур. Спасибо большое. Спасибо большое. На протяжении многих лет материалы о наших писателях, архивы писателей Республики Коми собираются и бережно хранятся сотрудниками литературного музея Ивана Града.
Слово предоставляется научному сотруднику Национального музея Колобовой Диане Григорьевне. Бурлун Донайордиас. Будет представлено несколько фотографий из архива, из фондов нашего музея, и в том числе и тех фотографий, которые мы недавно, буквально в феврале месяце, побывали у супруги Геннадия Анатольевича, и она нам передала очень интересные фотографии, в том числе и личные вещи Юшкова. Вот эта фотография как раз была передана Галиной Евгеньевной. Это Геннадий Анатольевич с матерью Анной Васильевной. Тут сегодня уже прозвучало, две строфы прозвучали стихотворения Геннадия Юшкова «Мать». Это стихотворение переведено на русский язык и очень хорошо рассказывает как раз о годах войны, то есть о детских годах писателя и о том, как жили тогда женщины и дети. Послушайте, пожалуйста, на русском языке. Хоть и рос я пареньком упрямым, только раз досталось мне от мамы. Помню, как она меня побила. Шла тогда война, и лето было. И стояли травы в полной силе, мы, мальчишки, за рекой косили. Косами отцовскими махали, ни минуты мы не отдыхали. А в обед пошли купаться. Сходу сиганули в солнечную воду. Час купались, все нам было мало, так в воде нас и застала мама. А была она за бригадира, самой первой в поле выходила. Нет людей, а дел на годы хватит. За руку она меня как схватит. Нет, она не тронула чужого, ну а мне убью, кричит такого. Я от неожиданности замер, а она как врежет мне вошами. Обожгло мне спину страшным жаром. Я упал и жду еще удара. Только вижу, что все это значит. Рядом мать моя стоит и плачет. Горше, чем я сам, рыдает мама. С той поры прошло годов немало. Никогда я матери ни слова не сказал, ни грубого, ни слова. Чтоб я лучше рос, она бывала, ни кусок последний отдавала. Мне штаны латала до рассвета, разве я когда забуду это? Ну а то, что раз меня побило, так была война и трудно было. Вот такое стихотворение посвятил он своей матери. Здесь на следующей фотографии это уже с женой, с Галиной Евгеньевной. И далее дочери Геннадия Анатольевича, Марина Геннадьевна, она тут сидит с нами, и Юлия Геннадьевна. Интересная фотография такая, тоже у нас не было, мы буквально вот получили в феврале месяце. А здесь это уже в наших фондах много лет эта фотография хранится, и знаете, чем она очень интересна? Тем, что вот здесь в основном стоит третье поколение писателей, как мы их называем, и среди них Геннадий Анатольевич Юшков. И это, конечно, замечательно, что тогда уже в 60-м году он, значит, со всеми ими очень хорошо и тесно общался. На этой фотографии третий от Геннадия Анатольевича Василий Васильевич Юхнин. Недавно мы отмечали 115 лет со дня рождения Юхнина. И вот в этой книге, если кто-то прочитаете, тоже найдете стихотворение, посвященное Василию Васильевичу Юхнину. Замечательное стихотворение. Не буду читать, потому что времени нету. И следующая фотография – это Геннадий Анатольевич Юшков с Вавилиным. Иван Михайлович Вавилин. Он жил в Вильгарте много-много лет. Буквально в ноябре, за 2 дня до того, как Елена Васильевна Козлова попала в больницу, мы побывали в Карткеросе. Тоже отмечали 110 лет со дня рождения Ивана Михайловича Вавилина. И дочь рассказала очень интересную историю, как в дом Ивана Михайловича Вавилина в Вильгарте приезжали писатели помоложе, это Геннадий Юшков, это Владимир Попов, это Альберт Иванеев. Приезжали специально, чтобы помыться в бане, встретиться, посидеть за самоваром. Вот такие интересные истории бывают и открывают, раскрывают тоже фотографии.
Ну, а здесь Геннадий Анатольевич со студентами, скорее всего, это студенты СГУ, потому что там Марина Федина, мне кажется, видно, да? Да. Я узнала ее на этой фотографии. И далее на этой фотографии два народных наших писателя. Это Владимир Васильевич Тимин и Геннадий Анатольевич Юшков. Замечательные есть воспоминания у Владимира Тимина о Геннадии Юшкове. Тимин подчеркивает, что никогда Геннадий Анатольевич не был злой. Он был очень справедливый. И если, например, кто-то говорил, что нет критики на то или иное произведение, Геннадий Юшков отвечал: значит, нечего критиковать, значит, произведение недостойно критики, нечего писать. И вот это уже последняя фотография, это 70 лет Союза писателей, нашему Союзу писателей, это 2004 год. Геннадий Анатольевич выступает с ответным словом на сцене театра фольклора. Вот там происходило это событие. И вот одно из буквально небольших стихотворений еще я прочту на каком языке. «Экачам там чушный полощ, ыджит морта эге волы, а нырчика дозели, чай-то кюптечка сбылищ, гашка на министреч мой». Ами коми гижишкой, и октет, котильча ола, мы там сопти, зева ола, оти торы ушли длыблы. Гашка горка, атти кыблы. Мне кажется, вот атти, то есть спасибо, Геннадий Анатольевич от нас, от всех заслужил. Он указывает нам путь своей жизни, своими всеми произведениями, как нам надо беречь свою культуру, свой язык, свои традиции. И я думаю, никогда из нашей памяти имя писателя не уйдет. Спасибо. Спасибо, Диана Григорьевна. Малая родина писателя Сагдильдин, Часова. Это то место, с которым связаны самые добрые воспоминания. А произведения, посвященные родному селу, наполнены необыкновенным лиризмом и теплотой. К нам сегодня приехали земляки. Память о Геннадии Юшкове на малой родине. С такой темой выступит Муравьева Людмила Николаевна, заместитель директора Сагдильдинской центральной библиотечной системы. Вичаолана Дона Йортяса. Пышчолам Сагдильдин Мушань. Геннадий Анатольевич Юшковым чужан Мушань. Мирстан Тиангр Ставлан. Нет в Коми крае, кто бы не знал, кто такой Геннадий Анатольевич Юшков. Народный писатель Республики Коми, драматург, зачинатель Коми национального движения. Так сложилось, чему мы очень рады, что он наш земляк, уроженец деревни Красная, сельского поселения Часова. Постановлением главы муниципального района Сагдильдинский от 12 марта 2002 года Геннадию Анатольевичу Юшкову было присвоено звание почетный гражданин Сагдильдинского района, уже к имеющемуся званию почетный гражданин города Сыктывкара. В любые времена писатели были в почете, ими гордились, о них рассказывали детям, их восхваляли. И кому, как не библиотекарям, нам нести эту ношу. В Сагдильдинской ЦБС активно развивается такое направление деятельности, как литературное краеведение. Главная задача библиотек состоит в том, чтобы произведения писателей-земляков, живших в разное время на родной земле, не были преданы забвению. С этой целью с 2008 года у нас проводятся коллеговские чтения. Цель чтений – сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия как необходимая основа для патриотического воспитания граждан и формирования имиджа библиотеки как историко-культурного центра села. В рамках чтений библиотечное, писательское и педагогическое сообщество, учащиеся Сагдильдина, обсуждают проблемы сохранения и популяризации творческого наследия писателей района, в том числе Геннадия Анатольевича Юшкова. Изучаем произведения, читаем, обсуждаем, а также другое направление – продвижение коми-литературы
в библиотеках, школах, дошкольных и других образовательных учреждениях. В 2014 году мы реализовали проект «Литературное турне родной земли многоголосия». И в селе Часово мы тоже побывали. Вот такие мы выпускали плакаты, такие открыточки. Конечно, мы не забываем наших земляков. И в июле 2016 года Пальевская библиотека «Филиал» имени Флорентия Федоровича Павленкова, заведующая Елена Михайловна Тырина, совместно с местным сообществом впервые провели поэтический ландшафтный фестиваль «Эжва Дорса Лирика», посвященный 70-летию со дня рождения коми-писателя Ивана Белых. А в следующем, в 2017 году, состоялся второй поэтический ландшафтный фестиваль «Эжва Дорса Лирика», который был посвящен 85-летию со дня рождения Геннадия Анатольевича Юшкова. К нам приезжала Галина Евгеньевна. У нас был очень теплый прием. Правда, был дождь, но мы посчитали, что это земля наша родная вспоминает Геннадия Анатольевича и со слезами. Да. Вот такие у нас были моменты. На фотографиях видно, что люди там и смеются. У нас там были и чтения, и стихи читали, и поговорки, и загадки Геннадия Анатольевича. И какие-то моменты, вот выступает Галина Евгеньевна. А затем, после всего этого мероприятия, у нас еще была уха. Так как Эжва Дорса Лирика предполагала события на берегу реки, это было каким-то таким интересным моментом, что Эжва, Вычегда, рождала вот таких писателей, земляков, и она уносила нас в поэзию. И тогда вот так не получилось, дождь был, но мы все-таки импровизированную уху, не импровизированную, а импровизированный берег реки сделали, и уха у нас была. Также в 2017 году мы провели районный конкурс видеороликов на лучшую инсценировку произведений коми-писателей-юбиляров. И в том числе там были инсценировки и по произведениям Геннадия Анатольевича Юшкова. Ну и, конечно, в самом селе Часово также проводится мероприятие, реализуется культурно-просветительский проект «Метач Мичужан Муланпи. Я здешний, я сын родной земли», посвященный Геннадию Анатольевичу. Организаторы, конечно, работники культуры, дом культуры, библиотека, администрация, школа, детский сад, и также с деревни Красной тоже с клубом. В течение всего марта проводили всякого рода викторины, конкурсы, поэтические странички, читали стихи, постановки делали. Вот. Литературные гостиные. Ну, а накануне этого всего действа 2 сентября 2016 года в селе Часово на здании школы была открыта мемориальная доска Геннадию Анатольевичу. С открытием новой школы сейчас уже мемориальные доски были перенесены на новое место. 2 доски были сразу открыты Геннадию Анатольевичу и Степану Ивановичу Ермолину благодаря нашему очень хорошему земляку, краеведу Александру Сугорову. Да. Он у нас сам чуваш, но он так болеет за нашу малую родину Сыктывдин. И уже благодаря ему открыты были мемориальные доски Анне Пятковой, Геннадию Юшкову, Степану Ивановичу Ермолину, Владимиру Тимину. Уже сколько там вычитала. Вот. И он не останавливается, говорит, что мы не должны забывать своих земляков. И хотя бы благодаря вот таким доскам люди должны помнить такого земляка. В 2021 году у нас в рамках проекта библиотеки Сыктывдина онлайн, у нас был такой проект, мы провели очень много тоже мероприятий, посвященных краеведению, и в том числе сохранению творчества наших писателей. И сделали такой аудиосборник, вот стрелочка, аудиосборник называется «Чолом Сыктывдин». И в сборнике были представлены стихи известных коми-писателей Сыктывдинского района, в том числе Геннадия Юшкова. Самое интересное, что стихи читали дети дошкольники и 1-4 классы наших куликовских школ. Ну,
И в 2022 году, опять же юбилейный год, у нас каждый март каждого года, да, объявляется месячником коми-книги. Это у нас уже с незапамятных времен. И вот в течение месяца мы каждый день, можно сказать, вспоминали Геннадия Анатольевича, проводили к Международному дню чтения вслух акцию «Лыгищам Шиловича Геннадия Юшкова» с литературной гостиной «Мечаков немного чужан муас». Создавали викторины и игры по творчеству Юшкова. Конкурсы опять же провели по рисункам чтецов. Ну и также на родине в селе Часово провели очень хороший такой музыкальный литературный вечер в стихах его «Душа народа». Также встречу с поэтами Галиной Бутаревой и Надеждой Мирошниченко. Ну, хочется еще сказать, вот моменты праздника в селе Часово. Хочется сказать, что на нашем сайте сыктывдин.cps.ru у нас есть краеведческая карта Сыктывдина, и там вы можете увидеть такая вкладка «Знаменитые люди района», и там, нажимая, вы найдете информацию о наших писателях. В вкладке «Центральная библиотека», раздел «Интерактив» Центральной библиотеки. Вот такие игры вы можете поиграть и получить за это сертификат. И еще как раз тема войны тоже у нас всем знакома. Тоже есть у нас такая вкладочка, краеведческая конференция «Сыктывдин и сыктывдинцы на войне о войне». Творчество Юшкова тоже там представлено. Ну и хочется сказать, что память жива, мы не забываем, мы должны помнить. Еще хотелось бы свою коллегу пригласить. Одно из мероприятий было как раз в рамках коми-книги, месячника коми-книги. Она сочинила небольшое стихотворение, да. Ну, тут уже... Здравствуйте всем. Людмила Сергеевна Михайлова. Тут уже Татьяна Леонидовна сказала о рассказе «Конной семы». Когда мы готовили мероприятие, я тоже перечитала несколько произведений Геннадия Анатольевича, и в том числе «Конная сема», и у меня написала, в общем, стихотворение, отзыв небольшое. Стихотворение, конечно, на коми-языке, но произведение можно прочитать как на коми, так и на русском. Надеюсь, кто-нибудь из аудитории меня на коми поймет. Турса кажа луна, ökmüzdas vasayın, komin gijis чужлыс, вылы рамдашанин, держанин ты тыдыннет, Геннадий Юшковас, силан кылпур виштязыш, тутлы владай голос. Опатазыр тыдматны кона шеме виштан, тайыр дижет лыттига, бешик шинма виштла. Чуш да удрач, лабутный, кипа туя, повтор, Геннадий вылыма сиядона морда. Ezver чожни вежая Геннадий Шема, да чупы стопыт лысасяс тому мордламюрвема. Лечту бытте лысалыс, челяк дышагата, быттыс, удыс, беладыс, овны лючки лада. Ышадыс вырваладетны, чужан мулыш мичса, пыряштык да эчаштык, памны олам мичса. Ышняшные служливы, повторяймо дорвиш. Донью покын тушьяслыш петлыска героя. Голос шоча кыпетлыс, сомын зетлыс сын яс, черта коса ёштыген, сияс эзвел беныш. Коткаш моня, дурык моч, дözмедлыблыс кывнас, овны стыч коми мортмоз, были сылан мирас. Тачме долас Геннадий. Туйдедис конной шема, коми езнат олазно, мед пырас сылен бемыч. И хотелось бы сказать, чтобы, наверное, у каждого из вас в жизни был человек, который так же, как герой рассказа Геннадия Юшкова «Конная сема», оставил в вашей жизни зарубки, которые бы вы сохранили в самых теплых воспоминаниях. Спасибо. Людмила Сергеевна. Но мы продолжаем с вами дальше. Произведения Геннадия Юшкова пошли во все учебники для коми-школ, начиная с 1 класса. Студенты финно-угорского факультета Сыктывкарского государственного университета продолжают изучение творческого наследия
уже в университетских аудиториях. И сейчас Нефедова Светлана Михайловна, учитель коми-языка и литературы, заведующий отделением гимназии искусств, поделится опытом изучения творчества Геннадия Юшкова на уроках коми-литературы. Изучение творчества Геннадия Юшкова в школе начинается с 5 класса со сказки «Теладудь», стихотворений «Руч», «Юра», «Быдмы тундран гынаюр», «Меным астуяс кажичи кыен», «Вылытуе петемаешь ющес». И в 11 классе завершается романом «Бива», рассказами «Часовня», «Лов быкас». Необходимо отметить, что в программе «Коми-литература» определен ряд лирических, прозаических, драматических произведений коми-автора, которые рассматривают, изучают, интерпретируют обучающиеся с 5 по 11 класс. При отборе художественных текстов авторы программы заботились о том, чтобы показать талант Юшкова. Лирика, поэта-песенника, крупного прозаика, драматурга, переводчика. Его задушевные лирические стихотворения, его искрящиеся юмором и в то же время как бы говорящие зрителю «постой, подумай, оглянись». Пьесы «Тешь», его рассказы, повести, роман «Чугра» вошли сегодня в жизнь народа настолько прочно, что без них, без образов Конощема, Висара, Микулая, Верении, Ревекки, Макарвачки невозможно представить современную коми-литературу. В свое время отмечал Анатолий Константинович Микушев. Сегодня мы уверены в том, что наследие Юшкова приобщает юного читателя к лучшим духовным ценностям. Изучение произведений Юшкова интересно как с точки зрения тематики, проблематики, отбора жизненного материала, соотнесения художественного вымысла и реальности, так и со стороны жанрово-стилевой специфики. Рассматривается язык художественных произведений, диалоги как изобразительно-выразительные средства, особенности повествовательной манеры автора. Работая на уроках коми-литературы с обучающимися 10-11 класса гимназии искусств при главе Республики Коми, я пришла к выводу, что им больше нравится для себя открывать характеры героев рассказов и романов Юшкова, обсуждать, отстаивать свою точку зрения. В связи с этим у меня родилась мысль провести урок по рассказу Геннадия Юшкова «Висар» в форме дебатов. По мнению доктора педагогических наук Галицких, дебаты – это форма обучения общению, способ организации воспитательной работы школьников, позволяющий тренировать навыки самостоятельной работы с литературой и другими источниками информации, отрабатывать умение вести дискуссию и отстаивать собственную точку зрения с учетом того, что и противоположная позиция тоже имеет право на существование. Особую привлекательность дебатам придает возможность рассматривать одно и то же явление или факт с противоположных позиций, анализировать бесспорные на первый взгляд истины и усомниться в их правильности, на основе чего самостоятельно, осознанно вырабатывать жизненную позицию. Организация дебатов включает в себя в 3 этапа – подготовку, проведение и обсуждение. Создаются 2 команды, одна утверждающая сторона, другая опровергающая. Командам заранее предлагается тема литературной дискуссии. По рассказу Юшкова я задаю вопрос. Висар – положительный герой? Во время подготовки обучающиеся выявляют особенности понятия «положительный герой», тщательно исследуют рассказ, пишут текст выступления. Важно, что работая над произведением, обучающиеся должны замечать детали, обратить внимание на язык, увидеть авторскую позицию. Этап проведения дебатов содержит поочередное выступление спикеров, выяснение позиций, аспектов, аргументов и контраргументов, а также вопросы друг к другу. Главный критерий оценки выступлений – доказанность всех аргументов. Доказательства имеют четкую структуру. Тезис, аргумент, пример из текста или иной источник и вывод. Оппонент действует по тому же плану или допускает версию предыдущего оратора,
но доказывает отрицательный результат. Каждое выступление должно укладываться в указанное время. В заключительном этапе подводятся итоги, организуется обсуждение, определяется, насколько успешно осуществили свои задачи участники команды. Оценка действий спикеров должна учитывать содержательность выступлений, ответов и вопросов, системность, логичность, рациональность времени, культуру. В заключительной части судья считает баллы, определяя победителей. При подведении итогов учитываются следующие моменты: наполненность аргументов, их корректность, разнообразие материала, использованного для аргументации, умение не отходить от темы. Все выдвинутые тезисы команд «за» и «против» без деления на персоны и раунды можно представить в виде таблицы. Я озвучу только некоторые аспекты. Висар – положительный герой, примеры из текста. Висарлан пестериясы длыщедыш, кокниеш, ерышаеш. Второй пример. Асфалас немпомос уджалис, немпомсе уджалис. Третий. Ола бергетче уровье гыдырыс эзнатыдлы вочсашым. Четвертый пример. А висар быттыршамма тавысна съес быдла пичукастаны. Висар – неположительный герой. Я чужамыс быгралис. Дерт невасны. Третий пример. Совхозыдлы эз жугатчыв. Четвертый. Сатана ёшичис висар. Пятый пример. Мы вынщис чужьис яралы кынамас быттис ес мужавали татча куламщис. Урок литературы в форме дебатов заставляет учеников обращать внимание на детали при работе с текстом, которые они, возможно, пропустили бы при обычном традиционном анализе. Все это мобилизует внимание как при чтении, так и в ходе самих дебатов. Как говорил Александр Круглов, анализ не расчленение и выдумывание, а структурирование и продумывание, которое, как мне кажется, формирует читательскую позицию и осмысленный интерес к литературному произведению. Кроме того, дебаты содержат в себе элемент соревновательности, который, как правило, помогает повысить уровень мотивации к урокам коми-литературы, творчеству Геннадия Юшкова, но и сделать уроки живыми, творческими и интересными. Спасибо за внимание. Надо сказать, что Геннадий Анатольевич Юшков счастливый человек. У него 3 детей, 6 внуков, правнуки. Сегодня к нам пришла гостья, дочь писателя, Плеханова Марина Геннадьевна. Представляем ей слово. Я хочу сказать, что это трудная роль быть чьей-то дочкой. И она мне никогда не нравилась. И я всегда у отца, когда еще была маленькая, спрашивала, что у нас такая фамилия? Короткая какая-то, Юшков, по-моему, могли бы быть какие-нибудь там Кухель-Бейкер. Он говорит, а зачем? Я говорю, потом мы как-то съездили на юг, первое впечатление там после моря, я говорю, а мы могли бы жить вот в Армении, там тепло? Нет, Родина. И вот это вот ощущение Родины, я помню, что в тот момент они очень дружили с Ванеевым, и Таня Ванеева. Вот мы делали этих кукол в ижемских нарядах из кусочков парчи, потому что самый богатый в коми-национальной культуре наряд ижемский. И у них все привозное. Ну, понятно, парчу там, откуда там, у них же шелка нет. Но ижемцы жили очень богато. И вот у них этот их национальный костюм с этими шикарными парчевыми привозными платками, он самый-самый красивый. И, конечно, учили стихи, в переводе вот Ванеев на русском языке, что тихие задумчивые сопки. Ну, это было, поймите, это было детство среди других таких же умных, потрясающих и красивых людей. И мне казалось, что и все вокруг такие. То есть я в детстве общалась, я помню Ликанова,
Он мне казался очень красивым человеком, но он таким и был. Потом я узнала, что он только героев-любовников, только он мог играть в драмтеатре. Он действительно необыкновенной красоты и ума был человек Ликанов. Они работали вместе с отцом. Я видела Дьяконова, который написал «Свадьбу с приданым». Я филолог. Я благодарна, вообще благодарна библиотеке и тому, что вы меня пригласили посмотреть на этот потрясающий ремонт. Моя юность прошла здесь. 5 лет я училась на филолога, да? И я честно приходила здесь, сразу после 2 мы ехали сюда, читали. То есть как по заданию сказали прочесть. Это требование отца было, что не врать. Вообще это было ужасно. Не воровать. Отец хвастался. Он говорил, я в жизни морковки с чужого огорода не взял. Ни в коем случае. И он меня научил в детстве, я расскажу и на этом закончу. Рядом со мной жили Куратовы. Можете себе представить? Этот Стефан Куратов с семьей, они жили, и моими друзьями были Куратовы Катя и Куратова Лена, и Куратова Лариса. Но я этих девочек знаю. Оля была уже старше, но Лариска и Катя — это самые близкие мои подружки. И там у них случилось действительно, отец это воспринял как жуткое горе. Катя пошла в магазин, ей хотелось конфеты, и она их взяла. Но Катя была маленькая, ей вообще было что-то 4,5. И страшно переживали Куратовы. Никто никогда, ни отец меня в жизни никогда не ударил. И в голову бы мне не пришло, что там Катю тоже не наказали. Но отец сказал, что хуже этого ничего в жизни быть не может. Что Катя совершила ужасный поступок. Ну ладно, знал бы он еще, что мы писать научились и ходили, писали с Катей. Маринка дура писала Катя, а потом заходила я, стирала и писала мелом Катя дура. Это был плохой поступок. Но это меня научило, вы понимаете, эта оценка взрослых, что можно, что нельзя, и как себя вести, это мне было дано. И вокруг меня были такие же люди, которые по тем же законам жили. И еще здесь сидит много молодых людей, и девушек молодых, и молодых юношей. Я хочу сказать, что самая главная фраза, которую говорил отец, он говорил так, что если юноше еще не жалко стариков, женщин и детей, он еще не вырос. Только взрослея мы начинаем жалеть стариков, женщин и детей. Почувствуйте это. И, конечно, он требовал от женщин доброты и нравственности. Это были очень важные вещи. Для него это было самое важное. А в целом, что хочу сказать, мне очень повезло. Мне действительно очень повезло. Но повезло ведь еще не только мне. Я хочу сказать, что всей коми-культуре очень повезло. Я работала с Дианой Григорьевной, я знаю, какая она добрая, как людям вокруг нее повезло. Понимаете? Я видела Чисталева, Прометея Ионыча. Он необыкновенный был. И Тимин. Это у нас какая-то необыкновенная доброты культура. Поэтому повезло всем. Спасибо. Очень теплые воспоминания, приятные. А сейчас, дорогие друзья, предлагаю посмотреть фрагмент видеозаписи с Геннадием Юшковым, созданной телерадиокомпанией «Комигор». Le comic да? Почему это верно роче? Но каждый миров включает. Хуже камерочен, гашкали, танка юза, чьегин чечан. Что-то и сенсу от юза, бизнес юза, кого-то шапчу, романы, это искусство, мишерочная вещи, которые служат и чижин, да, что библиотека, советская Рома.
Deci ce trebuie să trăiești ca zici că trăiești că Żółci, że próba narodowa nam pytali z liścia, które się skupić premiami, tym reżimom, kiedy ludzie piwą, kiedy czułaś na taką wiejską. Tatiana, talenty kołczy. Krótkie gaszkę trzeba wyjść bliżej, kiedy dwośne z komikuście szło. Wylema do komi nie zlepiżyć, gojuszko, dawne imię. На стихи Юшкова написано немало песен. Многие из них, такие как «Марья Моль», «Коми Ань», стали настоящими народными хитами. И сейчас в исполнении народного артиста Республики Коми Василия Рочева прозвучит любимая всеми «Марья Моль». Потому что вся Европа знает. Я не знаю, в Америке знают, потому что не знают или нет, потому что я там не бывал. Марья Моль – это цветок, для который, может, не знает, это цветок пион. Он редкий цветок. Но потом делают, добавляют еще рябину и сикадж. Сикадж – это бусы. Иногда так делают наши бабульки, что вот до сюда, и они спотыкаются. Это сикадж, бусы, бусы. Она юморная такая песенка. Это чистейшей воды эстрада. Поем все. Я знаю, что вы... Да, это легкая такая, вся Европа знает. Серьезно? Серьезно? Я знаю. Какой двух ты Путину показывал? Это не свое, а вот Марию нашу. Представляете? Урановский бабушки, да? Визую петеёль, 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 вымесетен Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль. Сикачвы куимнёль, 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 колы Джордж, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль. Сарвы, энлыколь, 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 кыкен корча, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, локта горты, гильдаголь, 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 лая шерыш, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, все вдоль, вдоль, котка двоти, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, висую петеёль, 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 бытмесетен Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль. Вот так! Замечательный ведущий, который, как я песни не допел сегодня, я оставляю библиотека. Раньше называли имени Ленина, сейчас Центральная библиотека. Для меня все равно остается библиотека. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, безусловно, Геннадий Юшков – знаковая фигура в культуре народа Коми. История развития литературы Коми неизменно связана с его именем, с его художественным наследием. Он действительно прожил достойную жизнь, счастливую жизнь. Он был нужен людям, пользовался огромным авторитетом в республике, к нему прислушивались, вокруг него объединялись. И сегодня Геннадий Юшков остается одной из тех величин, которую по праву можно назвать совестью народа. На этом, дорогие друзья, наши литературные чтения подошли к концу, к завершению. А я благодарю всех выступающих, всех гостей,
Спасибо всем за внимание и до новых встреч, до новых литературных чтений. Спасибо.